Все родители хотят, чтобы ребенок успешно сдал экзамены в школе. Как помочь своим детям? Главное – создать условия. Доброжелательная обстановка в семье улучшит нервную систему ребенка, повысит способности к восприятию информации. Правильный режим. Необходимо чередовать занятия и отдых. Расскажите сыну или дочке, как вы сдавали экзамены, как себя чувствовали, например, почему боялись какого-то предмета или учителя, какие выводы для себя сделали. Такой разговор очень поддержит ребенка и сблизит вас. Недопустимы фразы: «Не сдашь экзамен – пойдешь в армию», «Не поступишь – будешь дворы подметать». Такие разговоры отдалят подростка от родителя и озлобят его. Важно знать секреты памяти. Информацию надо воспринимать активно. С любым текстом лучше работать с карандашом в руках, ставить на полях вопросы, отмечать ключевые слова, делать конспекты. Знайте, при запоминании действует эффект края. Лучше запоминаются начало и конец информации, а середина выпадает. Этот эффект следует учитывать и уделять больше внимания центральной части. Дозируйте информацию. При подготовке лучше чередовать точные и гуманитарные предметы. Например, выучить сначала несколько билетов по физике, а потом взяться за историю. Существует эффективная схема повторения материала к экзамену. Первое – сразу по окончании чтения. Второе – через 20 минут после предыдущего. Третье – через 8 часов. Четвертое – через сутки и лучше перед сном. Во время подготовки к экзаменам хорошо проводить самопроверку при закрытом учебнике. Так можно четко понять, что действительно отложилось в памяти. Между эмоциональным состоянием ребенка и памятью установлена тесная связь. У детей с повышенным уровнем тревожности память хуже. Сделайте для своих детей все возможное, чтобы они спокойно и уверенно прошли экзамены. И пусть последний звонок будет для них самым добрым